Значительная часть населения Абхазии использует сжиженный газ для приготовления пищи. И, как отмечают специалисты, различные происшествия, связанные с использованием бракованных газовых баллонов, происходят достаточно часто. Представители государственного предприятия «Сухумгаз» регулярно проверяют школы, детские сады, объекты общественного питания столицы и Сухумского района на соответствие нормам безопасности. На этот раз проверкой посетили детский сад «Пчелка», расположенный в районе Маяка. Мы вчера объездили новый район, смотрели, как расположен газовый баллон, газовая система в садиках, где школы не закрыты, еще тоже поуспеваем тихо-тихо. Но я бы не сказал, что все соответствует. Это газовые баллоны, каждые 5 лет надо их промывание делать, чистить, надо газелин сливать, надо. Стараемся, сейчас вот просим, чтобы баллоны завезли новые баллоны. Обслуживаем. Газовый редуктор является важным элементом газового баллона и отвечает за понижение давления газа или газовой смеси на выходе из какой-либо емкости. Как говорят специалисты, определить брак можно только во время пользования газовым баллоном, и поэтому необходимо внимательнее относиться к используемым баллонам и устанавливать их в правильных местах, соблюдая меры безопасности. Замочек поставить и желательно какие-нибудь дерево его обшить. Я думаю, это желательно, чтобы не провоцировать, чтобы солнечные попадания до заката будет бить по железу. Объем одного баллона составляет 11 килограммов сжиженного газа. При правильном использовании газовый баллон может сохраняться до 15 лет. Чаще всего покупатели устанавливают баллоны самостоятельно, не обладая достаточной информацией, что ведет к утечке газа или взрывам, которые могут иметь серьезные последствия. Специалисты также предупреждают о том, что нельзя оставлять газовые баллоны, непригодные к использованию в подъездах или на балконах домов под прямыми лучами солнца. Это может привести к взрывам с серьезными последствиями. Еще раз говорю, не пользоваться газовыми старыми образцами советских времен. Они вроде металл потолще, говорят, но там он уже собрался, мусор, газелина. Они очень опасные. Детский сад «Пчелка» после капитального ремонта открылся в 2014 году. Сейчас его посещает более 170 детей. По словам заведующей детсадом Аиды Цколя, с различного рода проверками детсад посещают нередко, пока никаких нарушений выявлено не было. Нас посещает Государственный комитет по стандартам и потребительскому и техническому надзору, а также очень часто нас посещает МЧС Абхазии. На сегодняшний день я могу сказать, что систематически у нас идет контролирование и состояние электроприборов. С целью предупреждения перегрузок мы проводим профилактические осмотры за оборудованием. На сегодняшний день, в течение 5 лет, у нас не было никаких таких вот очагов возгорания, потому что все нормы пожарной безопасности у нас предусмотрены. У нас есть на каждом этаже рукава огнетушителя, есть огнетушители, а также у нас во всех группах практически есть лестницы пожарной безопасности. Во избежание несчастных случаев, связанных с установкой и использованием газовых баллонов, специалисты рекомендуют перед установкой ознакомиться с инструкцией по их эксплуатации. На Алакове Алексей Баструков, Абхазское телевидение.